Наш эфир продолжит брифинг о паводковой обстановке в республике. Предлагаем послушать. Яна Владимировна, здравствуйте. Какова ситуация на реках Якутии? На сегодняшний вечер от затопления полностью освободились территории в Алехминском, Нюрбинском районах и части территории Намского района. Вскрытие реки Елена в настоящее время происходит на территории Кобяйского района. У поселка Сангар наблюдается густой ледоход. Продолжается выход воды с реки Алдан, в связи с чем идет повышение уровня воды у села Аргас Кобяйского района и села Арбын Намского района. В Намском районе уровни воды понизились ниже опасных отметок подтопления в селах Партизан, Эдейцы и Никольский. В других населенных пунктах тоже наблюдается постепенное снижение уровня воды. На реке Вилюй наблюдаются подвижки в устьевом участке. В ближайшие 2 суток ожидается выход волны вскрытия реки Вилюй на реку Лена. Оперативной группой проводится мониторинг участка ниже села Вилюйск и устья реки Вилюй. На реке Яна на 3 суток раньше нормы начался ледоход у города Верхоянск. Уровень воды при вскрытии на 1 метр ниже нормы. У поселка Батагай в ближайшие сутки ожидается ледоход. На реке Колыма ниже города Среднеколымск утром наблюдался каскад заторных пластов. Оперативной группой проведен подрыв на нижнем заторопасном участке у Заборецкого камня. Главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым в связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики сегодня подписан указ об объявлении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня в республике. В республике активно продолжаются аварийно-восстановительные работы и меры по восстановлению населенных пунктов, объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населению и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам. Сегодня в Намском районе для обеспечения безопасности задействованы 74 спасателя службы спасения и Главного управления МЧС России по республике, а также порядка 100 единиц техники и 42 единиц плавсредств. В настоящее время в Намском районе в 4 пунктах временного размещения зарегистрировано 204 человека, в том числе 64 детей, которые обеспечены питанием и предметами первой необходимости. 17 мая в пострадавших от паводка районах ведется работа комиссии по определению и подсчету нанесенного ущерба. Спасибо. В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В Якутии объявили режим ЧС регионального уровня. Пострадавшим от паводка окажут материальную помощь. Соблюдение законов сохранит имущество. Проблема несанкционированных объектов в Якутске остается актуальной по сей день. Юбилей Большого похода. В Москве состоялся круглый стол, посвященный 300-летию Великой Северной экспедиции. Их называют ангелами в белых халатах. Ежегодно 20 мая свой профессиональный праздник отмечают травматологи. В этом году впервые жители республики отметят День Осокая. Расскажем, как готовиться к празднику Южная Якутия. Для проведения аварийно-спасательных работ в селе Хатырык Намского района привлечено максимальное количество сил и средств. Активно оказывается всесторонняя помощь от неравнодушных якутян и земляков. Пункт временного размещения организован в Хатырыкской школе. В районе начали работы по восстановлению отдельных участков дорог, пострадавших от стихии. Прибывает дополнительная техника, несколько тонн воды, теплая одежда, продукты питания, газовые баллоны и предметы личной гигиены. Спасатели Якутии совместно с МЧС оказывают гуманитарную помощь. Развернуты временные медицинские пункты и несколько койко-мест. Сегодняшний день, уже 3-й день, пункты временного размещения разместились. Первый день было где-то 450 человек с нашего наслега и 60 человек с Маймагинского наслега к нам поступили. Где-то 500 человек на пункте временного размещения разместились. И уже 3-й день уже. И пришли на помощь МЧС России, спасательные службы и наши администрации УЛУСа, а также общественные организации, и другие предприятия нашего УЛУСа стали помогать нам. И благодаря им мы эвакуировали
порядка, на первый день, это было 2 дня назад, эвакуировали где-то 100 с чем-то человек, и вчера тоже где-то 30 человек эвакуировали. Сейчас на данный момент в пункте временного размещения у нас 164 человека находится. И тоже сейчас, если есть потребность на эвакуацию, тоже сразу машину находим и Намсы или в городе Кус их отвозим. Несмотря на это, ОГЭ и ЕГЭ в Намском районе будут проведены в срок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Анатолий Семенов. В пострадавшем от паводка Намском районе в зону затопления попали образовательные организации, стационарные и круглосуточные лагеря. В особо критическом состоянии школа-сад Маймагинского наслега, детский сад и школа Хатырыкского наслега, детский сад Эрел Кобяконского наслега и школа-сад Фрунзенского. Сейчас Министерством образования Якутии ведется оценка ущерба, по итогам которой будет сформирован комплекс мер по устранению последствий паводка. Напомню, что с 20 мая на всей территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. К другим темам. В якутских образовательных учреждениях прошли учения по проведению антитеррористических действий. В них приняли участие сотрудники пожарной охраны, МЧС и силовых структур. В столичной школе номер 1, по легенде, было обнаружено взрывное устройство. О том, как службы отработали этот сценарий, расскажет Дарья Короленкова. Как вести себя в случае захвата образовательного учреждения преступником или во время пожарной тревоги? Ответы на эти вопросы должны знать не только взрослые, но и дети. В школе номер 1 этому вопросу уделяют большое внимание. После того, как прозвучит сигнал сирены о вооруженном нападении, первое, что должны сделать педагоги и ученики, это забаррикадировать входную дверь. Далее выключить телефон, отойти подальше от окон и ждать дальнейших указаний. Довести до автоматизма их действия при подаче того или определенного сигнала, будь то вооруженное нападение, будь то обнаружение взрывного устройства или возгорания. То есть дети уже должны знать свои действия и поступки, как действовать при той или иной ситуации. Сценарий учений предусматривал несколько этапов. На первом объявили сигнал тревоги, имитирующий обнаружение подозрительного предмета. На втором этапе была проведена учебная эвакуация. Ученики и учителя быстро и слаженно покинули здание, следуя маршруту эвакуации. Все 3 действия были отработаны, все хорошо отработали, все ведомства. Учения прошли успешно, эвакуировались 257 детей, 17 сотрудников. Вся эвакуация прошла по плану и успешно. Учения эти очень важны для того, чтобы отрабатывать практические навыки. И если действительно реально произойдет такая ситуация, каждый знал, и обучающиеся, и руководство, и сотрудники свои действия, и алгоритм действий при таких случаях. В практических тренировках занятия проводятся регулярно с участием различных служб. Сейчас современные школьники очень ответственно и осознанно подходят к тренировкам и урокам ОБЖ. Такие учения не первый раз происходят. Было очень довольно интересно. Легче всего было, наверное, выходить на улицу. Сложнее всего это когда забаррикадироваться нужно было в кабинетах. А так службы быстро приехали, так сказать, нормально провели учения. Но мне в основном все понравилось. Если что-нибудь случится, то мы будем знать, как реагировать в таких ситуациях. Подобные тренировки пройдут и в летних детских лагерях. Учения такого масштаба накануне летнего сезона будут способствовать повышению безопасности детей и позволят на практике отработать все необходимые вопросы взаимодействия. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск. Незаконно установленные гаражи на вывоз. Проблема несанкционированных объектов в Якутске остается актуальной по сей день. За прошедший год только в Октябрьском округе было зафиксировано свыше 200 незарегистрированных гаражей. Работники жилкомсервиса продолжают вывозить незаконно установленные металлические постройки. Подробности в следующем сюжете. Металлические гаражи десятилетиями были неотъемлемой частью городского ландшафта. Удобство от их расположения под окнами ощущают только их владельцы.
По статистике, незарегистрированные объекты в основном располагаются в природоохранных зонах. Они прикрывают газопроводы, теплосети, коммуникационные и электрические сети, чем создают неудобства для жителей города. На текущий год только по Октябрьскому округу запланирован вывоз 88 гаражей. Во избежание вывоза своего имущества собственник может связаться с управой округа и заключить соглашение на аренду земли для установки гаража или иного другого объекта. Ежегодно проводится работа по их выводу несанкционированных гаражей. Гаражи должны стоять на специально отведенных местах, то есть существует схема размещения металлических гаражей. Только на этих местах должны устанавливаться. Люди не понимают, к сожалению, жители устанавливают. Я понимаю, что гаражи всем нужно. У нас холодно зимой, детей возить, да и вообще на работу. Но, пользуясь случаем, обращаемся к жителям города, к жителям Октябрьского округа. Пускай подходят в округ, пишут заявление. Время, затраченное на работы по демонтажу, на перевозку, разгрузку, а также хранение, фиксируется. Общая сумма вызволения гаража после недельного нахождения на штрафстоянке обойдется хозяину от 25 тысяч рублей. Согласно правилам благоустройства, размещение нестационарных объектов запрещено на территориях, мешающих пешеходному движению, зонах, нарушающих противопожарные требования, в исторических зонах, в арках зданий, на газонах и детских площадках. Сейчас мы по улице Садухина будем вывозить гаражи Центрального округа. Поступила заявка, что на данной территории есть незаконно установленные гаражи, объекты, и их мы будем сегодня вывозить на штрафстоянку по окружному шоссе Жилкомсервис. В прошлом году мы вывезли 290 объектов. На данный момент в этом году мы уже вывезли 37 объектов. Работы будут вести до ноября-декабря. Существует строгий порядок действий по информированию собственника незаконно установленного гаража. Если все-таки имущество было вывезено, то владельцы обязаны обратиться в управу округа по месту нахождения гаража. Затем позвонить в жилкомсервис, предоставить им документы на гараж и оплатить вывоз. Для выявления собственников незаконно установленных гаражей выставляются требования со сроками самовольного демонтажа или вывоза. Если собственник не объявляется, документы с фотографией объекта направляются для объявления в газету «Эхо столицы» и Управление муниципальных инспекций. Далее выходит постановление о вывозе, и заявки отправляются в Жилкомсервис. Вывоз незаконно установленных металлических гаражей осуществляется как по заявке управления округов, так и самих горожан. В течение года с территории округов планируется вывести около 2000 объектов, в том числе порядка 1500 гаражей и контейнеров. Аманотов, Элита Махно, Якутск. В Поспредстве Якутии в Москве состоялся круглый стол, посвященный 300-летию Великой Северной экспедиции. Известно, что Великая Северная экспедиция проводилась в 1733-1743 годах 7 самостоятельными отрядами. Ее стоимость по официальным данным составила более 360 тысяч рублей. В состав отрядов входило более 500 ученых, офицеров, матросов, солдат, геодезистов и других участников. В Архангельске, Тобольске, Охотске и Якутске для экспедиции было построено несколько специальных судов. В частности, в Якутске была построена дубель-шлюпка «Якутск», на которой отряд под командованием Василия Прончищева достиг самого северного пункта восточного берега Таймыра. Значение Дальневосточной парка сейчас резко возрастает. Почему? Потому что геополитическое положение России настолько ухудшилось, что сегодня не остается нового выхода, как заниматься Арктикой и Дальним Востоком, как точками, откуда мы можем иметь выход, беспрепятственный выход в мировой океан. И в военном отношении, и в торговом отношении. Мурманск, Новоархангельск, речной порт, порт Индиго, порт Шускара, порт Ускара, порт в районе Диксона. Значит, сегодня должны быть предметом особого внимания. На днях получили указ о национальных целях развития Российской Федерации в период до 30-го и на перспективу до 36 года. И все аспекты, о которых говорил Вячеслав Анатольевич, они практически получили политическую поддержку. Наша задача развить прикладные составляющие основных направлений развития науки, чтобы они имели прикладное значение для России и, конечно, для субъектов
в том числе для Арктики. Ежегодно 20 мая свой профессиональный праздник отмечают травматологи. Первое травмоотделение в Якутии было открыто в далеком 1952 году. Сегодня же в Якутске работают 3 отделения травматологического центра, оснащенные современным оборудованием. Как медицинские работники пришли в свою профессию и встретили профессиональный праздник, расскажет Вероника Таюрская. Единственный в Якутии травмоцентр расположен в республиканской больнице номер 2, в котором существует 2 стационарных отделения – травматологическое и травматолого-ортопедическое, а также одно поликлиническое, известное в народе как травмпункт. В травматологическом отделении работает 18 врачей, в ортопедии 8 врачей и в травмпункте тоже около 10 врачей. В год у нас проходит, в общем, стационарную помощь получает около 3000 пациентов травматологического ортопедического профиля, а также через наш амбулаторную помощь проходит в травмпункт около 20 000 человек проходит. Елена Корсакова пришла в свою профессию 40 лет назад. Проработав операционной медсестрой 18 лет, Елена Анатольевна отошла от операционных дел, но не отошла от своей любимой профессии. Она продолжает помогать людям, но уже в статусе перевязочной медсестры. Работа моя заключается в том, чтобы очищать раны, накладывать стерильные повязки с различными средствами лекарственными и, соответственно, поднимать, так сказать, боевой дух пациента на выздоровление. Чем больше положительных эмоций у пациента, тем лучше идет выздоровление и быстрее. Любит свою работу и Потап Потапов. Врач-травматолог не сразу пришел в эту сферу. После окончания университета Потап Еремеевич 3 года проработал хирургом, после чего ушел в травматологию. Вот уже на протяжении 17 лет он спасает жизни людей, попадающих к нему на операционный стол. Врач-травматолог рассказал про свои обязанности. С утра осмотр пациента, конечно, дальнейшее определяется тактика его лечения. Либо это консервативное лечение, либо подготовка к операции. Потом подбираются металлоконструкции. На каждый перелом это определенный вид металлоконструкции, по размерам, по диаметру все это подбирается. Пациент готовится на операцию, и по спадению отека, когда пациент готов к оперативному лечению, мы планируем уже оперативное лечение. Врачи-травматологи работают круглосуточно, даже несмотря на праздничные и выходные дни. Свой профессиональный праздник они также встречают на работе, ведь они готовы оказать квалифицированную помощь в любое время. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. В Ленске стартовала выездная вакцинация собак и кошек против бешенства. Первый ее день начался с микрорайона «Разведчик». Ветеринарные врачи на спецавтомобиле объезжали частные дома и предлагали ленчанам вакцинировать питомца. Практически все соглашались, ведь это очень удобно. У многих нет возможности привести в ветлечебницу большую собаку, охраняющую частную собственность. Некоторым хозяевам сделать это некогда. До конца недели ветврач будет работать еще на нескольких временных ветеринарных пунктах. Уже завтра на очереди микрорайоны Алроса и Ханаидах. Вакцинация бесплатная, выездная будет проводиться до 24 мая. После прививку от бешенства можно будет поставить в ветлечебнице. Просим, конечно, владельцев быть более обязательными, заботиться о своих питомцах. И ежегодная вакцинация обязательно от бешенства 1 раз в год хотя бы. В планах у нас около 500 голов, 550 даже голов у нас собак только, и кошек тоже так же. У нас там безнадзорные собаки у нас отдельно прививаются. И вот хозяйские собаки есть, которые вообще не приводят тоже, как недобросовестные владельцы. Кто-то приводит, кто-то нет. Просьба, конечно, всех вакцинировать, всех домашних питомцев. Купить рассаду или вырастить самому? Таким вопросом задается каждый дачник. Для тех, кто предпочитает покупать саженцы, уже давно не в новинку ярмарки по реализации рассады. Одна из таких развернулась в Якутске. С ее ассортиментом отправился знакомиться и наш корреспондент Петр Васильев. Для многих дачников рассада – тема, если не больная, то ежегодная и требующая огромного внимания. Нужно сначала купить семена, затем купить землю, все это прорастить, и не факт, что получатся вот такие вот желаемые результаты. Для этих целей АГАТУ ежегодно реализует ярмарку продажи рассады.
Наталья Слепцова – агроном с многолетним стажем. Ее знания и опытные руки позволили вырастить не одну сотню растений. Где и что находится в теплице, она знает буквально наизусть. Спокойно ориентируется в 20 тысячах саженцев овощей разного рода. Тут и пекинская капуста, и арбузы, и менее экзотичные для якутян помидоры и огурцы. Их, как признается Наталья, особого труда вырастить не составит. Главное – знать базовые принципы – земля, полив и удобрения. Гораздо интереснее работать с тыквенными, кабачками и баклажанами. Кабачки, значит, они считаются холодостойкими культурами, да? Но они, так как они вот у них, они влажные сами по себе, содержат много кальция, они очень подвергаются замораживанию. Поэтому лучше высаживать в начале июня, после возвратных заморозков. Эти и другие культуры, а также еще 50 тысяч саженцев цветов представлено в теплицах Агату. В общей сложности 70 тысяч экземпляров. Выращивать их начали еще в начале февраля, чтобы успеть к горячему дачному сезону. Мы работаем с понедельника по субботу с 10 до 6 и в воскресенье с 10 до 4 часов с перерывом на обед с часу до 2. Принимаем также заявки от предприятий, работаем по договорам. Теплица у нас работает уже с 2019 года, уже 5 лет, у нас юбилей, можно сказать, да. И ежегодно мы выращиваем цветочные, овощные культуры для города, для дачников, да, и также для организаций. Итак, самое важное – во сколько обойдутся саженцы. Капуста пекинская – 30 рублей за штуку. Томаты от 60 до 80 рублей. Тыква – 60 рублей за саженец. Кабачки и баклажаны от 35 до 120 рублей за штуку в зависимости от сорта. Саженцы цветов обойдутся несколько дороже. Петунья от 50 до 100 рублей. Бархатцы от 50 до 70 рублей. Подсолнухи – 50 рублей. Гвоздики и георгины от 50 до 70 рублей, гладиолусы 200 рублей за саженец. Сомнений в качестве нет. Все саженцы выращены под чутким контролем специалистов агротехнологического университета. Садоводам и агрономам остается самое малое – соблюдать все рекомендации по уходу, поливу и подкормке, и тогда рассада, как говорится, обязательно даст свои плоды. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Битва умов – новый формат, привычный для нас викторины. Это и есть нашумевшая игра «Квиз». Популярная игра прошла в районной библиотеке Алмазного края для семей с детьми. 12 команд под лозунгом «Мама, папа, я. Счастливая семья» провели увлекательное совместное времяпрепровождение в кругу своей семьи, гарантирующее максимум положительных эмоций. Саму игру, к слову, посвятили Году семьи в России. Этот квиз проводится по 5 направлениям. Это будут заданы вопросы на мужские вопросы, любимые мультфильмы, известные семьи, семьи в литературе, кулинария. Вот на эти интересные вопросы семьи могут ответить на вопросы так. Ну и, конечно же, самое главное, что они вместе проведут свой досуг, пообщаются, познакомятся с другими семьями. Ну, в этом наша идея нашего конкурса. В этом году впервые жители Якутии отметят День Осока. Глава республики подписал указ, в котором указано, что 25 мая назначено днем традиционного исполнения якутского кругового танца. В Нерюнгри запланированы мероприятия, направленные на популяризацию культурных ценностей народа Саха, среди которых районный семинар «Практикум». Взявшись за руки и двигаясь по кругу, танец осохой начинается с зачина, постепенно ускоряется и заканчивается замедленным темпом. Его еще называют танец дружбы, символизирующий кругооборот жизни, единства и сплочения всего народа. Основные моменты, как я и сказала, поклонение солнцу, благодарность божествам. И, конечно, объединившись, взявшись за руки, мы, конечно же, берем энергетику, потому что посылаешь во Вселенную, то и получаешь.
На семинаре участники обсудили круговые танцы народов Якутии, разновидности осохая, проблемы и этапы развития культуры и традиций местных жителей. Программа дня включила в себя лекции, презентации, показ этнокостюмов и даже спектакль. Только вот в ноябре был издан указ нашего Илдархана о проведении Дня осохая в нашей республике. И вот сейчас по всей республике уже проводятся такие мероприятия, посвященные Дню осохая. И также этот семинар у нас является первым этапом для подготовки проведения Исехалонхо 2025, который тоже должен пройти у нас в нашем районе. В ходе работы поступило предложение о внесении в реестр нематериального наследия России кругового танца эвенков Южной Якутии Манчурай. Отметим, что этот танец зафиксирован только у двух групп эвенков – села Иенгра и села Тяня Алюкминского района. Предыстория этого танца говорит о том, что вообще для архаической культуры эвенков здоровые подвижные суставы играли большую роль. Не только с точки зрения, что это надо было добыть там зверя, ходить удачно на охоту, но и то, что вот здоровые суставы, это, следовательно, означает это здоровое поколение, то, которое может продолжить традиции. Напомним, что День осохая будет отмечаться 25 мая. В этот день по всей республике будет исполнен национальный круговой танец, который не только консолидирует людей, но и является большой культурной ценностью нашего народа. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Хорошего вечера.